tafsir darsidan qisqagina Kavsar surasini o'tib qo'yamiz, undan Imom G'azzaliydan davom ettiramiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'taynakal kawthar fasalli li robbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Suratul Kawthar Makkiyah va hiya 3 oyat. 107 sura Kavsar surasi Makkada nozildir, 3 oyatdir. Marviydirki, rivoyat qilinmishdir degan so'z. Marviydirki, передается. Az ibn Vail payg'ambarimiz alayhissalom birla Bani Sahm eshigi tubinda uchrashib bir miqdor so'zlashdilar. Payg'ambar hazrati Masjid Haromdan chiqib ketdi. Az ichkari kirdi. Quraysh ulug'laridan bir jamoat o'ltirmishlar edi. Osdan kim birla so'zlashding deb so'radilar. U aytdi, ushbu Abtar birla so'zlashdim dedi. Abtar deb arab xalqi o'g'ilsiz kishini xo'rlab aytirlar edi. Ya'ni nasli kesilgan, ortidan qola turgan kishisi yo'q demakdir. Osning so'zi payg'ambar hazratina eshitilgach, ul hazrat qayg'uli bo'ldi. Haq Taala uning muborak xotirini шотландырып ushbu surani indirdi. Однажды пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям заходил в мечеть Аль-Харам, то есть где Кааба, и возле двери Бани Сахам встретился с человеком из мушриков, Аз ибн Ваиль. И некоторое время разговаривали, и потом Пайгамбарыбыз уходит, и тот приходит к другим мушрикам, недалеко, которые сидели, и они спросили, с кем ты разговаривал? Он говорит, с этим Абтаром. Абтар — это арабы называют человека, у которого сыновей нету, детей, сыновья, малайлары булмаган кишиге. Янасы теге ул мархум булгач киткәч, аның артыннан нәселе калмай киселә дигән мәгънәдә. Насали киселмеш деген магнат. То есть у человека, если нету сыновья, то у него родословное прекратится, род прекратится якобы. Поэтому пророка из-за того, что у него сыновья умерли младенцами маленькими, остались только дочки, этот назвал его Абтаром. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, расстроился. Аллах Азза ва Джалла ниспослал суру Кавсар, чтобы поднять его настроение. Инна а'тайнакаль кавсар. Поистине мы подарили тебе Кавсар. О Мухаммад алейхиссалату вассалам, мы подарили тебе Кавсар. Дөреслектә без бирдек сиңа, эй Мухаммад алейхиссалам, күп хайр ва изгелекне. Одно из значений слова каусар — каthир, да, каусар. Много хорошего, благо, изгелек, яхшылык. Ягъни күп гыйлем ва гамалны һәм балаларны бирдек. Также это означает, мы тебе подарили много знаний, и много деяний, и много детей. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламның кызларыннан Фатима кызыннан нәселе дәвам итә. Сегодня тоже есть потомки Баламинда пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. В мире очень много их. Яки хауд Каусарны бирдик. Здесь также подразумевается бассейн Каусар. Каусар перед раем находится, перед тем, как человек войдет, после сирота, после моста сирот, человек выпьет из этого бассейна и войдет в рай. После у него не будет ни голода и ни жажды. Кушать и пить в раю будет не из-за голода, не из-за жажды, а для удовольствия. Поэтому и джаннатта бадрефка бару дигән нәрсә юк. Почему? Потому что там
тело человека по-другому будет устроено, то все, что кушает, нужное остается, ненужное в виде пота, приятного пота будет исходить. И каусар — это перед тем, как в рай войти, человек выпить, значит, это источник жизни, это есть хаят чишмасыбу, после этого бассейна человек бессмертие приобретает. И Аллах в этом аяте обещал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям вот этот каусар. Фасалли ли раббика, бас намаз укыгыл син парвардигарыңның ризалыгы өчен. Фасалли ли раббика, и читай намаз ради довольства своего Господа. Ванхар, һәм түйәне тива дип язылган иске телдә. Дөя була инде хәзерге телдә, менә телләр ничек үзгәрә. На самом деле тива дигән монда. Дөяне курбан иткел Худай Таала өчен. И ванхар нахар делай, то есть нахар делается верблюд, то есть курбан делать, жертвоприношение делать. Бу намаздан мурад курбан гайди намазыдыр демешләр, ягъни аитны укыгыл һәм курбан бугызлагыл. Вот читай намаз ради своего Господа, здесь имеется в виду намаз, праздничный намаз в день жертвоприношения. Курбан байрамындағы намаз. Значит, это ваджиб мужчинам. Курбан это есть жертвоприношение. Это тоже ваджиб. Кемнең хәленнән килсә. Инна шани'ака, дөреслектә синең душманың, поистине твой враг, тот враг, который о тебе говорит Абтар. Яни Ас ибн Ваиль. Хуал Абтар. Ол үзе Абтардыр. Он сам является Абтар. Вабарча хайрдан киселмештер. И он лишен всех благ. На самом деле, видите, если в Коране что-то было сказано, то это без сомнения будет. Нет сомнений в том, что это произойдет. Например, про Абу Ляха была ниспослана сура, в которой было сказано, что он умрет неверующим, войдет в ад. Так же получилось. Он даже не смог хитрость совершить и обвинить пророка во лжи. Не смог, Аллах не дал ему. Он мог сказать, вот я принимаю ислам. Вот Мухаммад говорит, что его Господь говорит, что я не приму. Так он не догадался даже. И здесь тоже вот этот человек, Ас ибн Ваиль, он ушел из этой жизни таким несчастным. И Абтар, сегодня кто помнит его? Кто? Аның нәселе, вот мы, дети Ваиля, Ибн Ваиля. Никто не говорит. А зато столько людей, столько тысяч людей, которые, благочестивых людей, которые говорят, что они из рода пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям.